Добрый день, дорогие зрители! Мы сегодня поговорим о очень больной теме. Это цены, как они меняются, что с ними будет дальше. И разобраться в этом вопросе нам поможет доктор политических наук Лариса Дзахова и доцент Владикавказского института управления Маргарита Кулова. Сразу вопрос, что с ценами-то? Ну, нам вот говорят, что они вот их собираются притормозить. Они притормозились? Интересно, а кто это заметил, что они притормозились? И я нет. Видимо, а никто. Нет, я тоже не заметила. Ну, давай Рита пусть начнет, экономист, да, все-таки? Да. Ну, понятно, что на самом-то деле рост цен, наверное, сегодня в нашей стране и, в частности, в Северной Осетии одна из самых главных проблем. И пока, откровенно скажу, я не вижу особых усилий со стороны наших властных структур. Почему не вижу? Ну да, мы говорим о том, что в прошлом году итоги года были замечательные, и это очень хорошо. Чтобы обуздать рост цен, у нас проводится мониторинг цен на продукты питания в первую очередь, потому что беспокоит, конечно, продовольственная инфляция. Но у меня сразу же возникает вопрос. Вот, готовясь к передаче, я посмотрела мониторинг цен с 19 марта по 26 марта. И обратила внимание, что борщевой набор в нашей республике, к сожалению, растет быстрее, чем в соседних регионах Северного Кавказа. Мы гордимся тем, что якобы пытаемся сдержать цен на хлеб. Но, друзья, борщевой набор – это то, что необходимо нам всем, а в первую очередь людям с самыми маленькими доходами. Беднейшим слоям населения. У беднейших слоев населения. И у меня возникает вопрос, почему у нас недельный рост цен составил около, скажем, на ту же свеклу 30%, а у соседей, например, всего 8%. Это те вопросы, на которые я не вижу, что у нас кто-то ищет ответы пока что. Почему? Достаточно зайти на сайты. Мы как получаем информацию? Заходим на сайты наших тоже органов власти. Просто видим вот информацию. Скажем, на сайте Минэкономики повторяют уже информацию, итоги, результаты этого мониторинга и все. А что вы делаете, как вы делаете и так далее. Я понимаю, что с учетом того, что в марте было принято постановление российского правительства об особенностях организации осуществления контроля государственного и муниципального, то есть действительно нужно ограничить вот эти проверки, не обременять малый и средний бизнес, но это не исключает того факта, что вообще-то надо осуществлять надзор и контроль за этими ценами, там, где это можно. Там, где можно, ну, пытайтесь административными методами, потому что даже самые-самые такие страны капиталистические, то когда бывала необходимость, они прибегали к административным методам государственного регулирования. Но пока я, к сожалению, не вижу особых усилий. А у меня вот вопрос. Ведь такой директивный контроль за ценами, который вот у нас борьба идет, одна сторона предлагает вести, другая сторона боится этого. Но если все-таки сейчас вот в текущих условиях ведут, это же может вот ударить по бизнесу и наставить выжженное поле. Согласна. Это такой обоюдоострый, скажем, инструмент. Почему? Потому что если вы используете административный метод регулирования, вы должны понимать, что это может привести к тому, что бизнесмену невыгодно будет заниматься, и он вообще... То есть это может к сокращению ассортимента, ко всему, да. Поэтому им надо, конечно, очень осторожно пользоваться. В США, например, во время коронавирусной пандемии, они, как капиталистическая страна, отказались от контроля за ценами, но они использовали деньги с вертолета, когда просто выплачивали населению деньги. У нас тоже вроде фонд национального благосостояния есть. Ситуация, скажем так, наверное, мировая история не помнит, что в отношении одной страны вводились такие жесткие санкции. Да? То есть вот ситуация, когда экстренные меры нужны. И вместо того, чтобы ударять по бизнесу, надо, то есть не пытаться бить по предложению, а пытаться поддержать спрос за счет выплаты денег.
Алек, ну если еще учитывать, что у нас в прошлом году по итогам прошлого года очень большой профицит федерального бюджета, больше чем 500 billion рублей, с учетом того, что у нас там свыше 20 с лишним триллионов общий бюджет, да, деньги есть. Но с учетом того, что у нас идет такое, как бы это сказать, экономическое, в рамках дозволенного нам сегодня, экономическая спецоперация, еще у нас идет военная спецоперация. Вы же понимаете, что получается 2 фронта и деньги Могут понадобиться. Могут понадобиться, поэтому я исхожу из того, что мне так, как экономисту, представляется особой государственной поддержки для нашего успешного сельского хозяйства в прошлом, будут, конечно, поддерживать. Выделили там, недавно я читала, 34 с лишним миллиона рублей на субсидии сельхозпроизводителям. Миллиарды рублей, наверное? Миллиона... В Северной Осетии. В Северной Осетии. А 34 миллиона рублей, это что такое для Северной Осетии? Триллион в регионы направят. Триллион рублей в регионы для поддержки. Направят, пока, да. Во-первых, пока. А им нужны сейчас деньги на посадочный материал семенной, на горючее, т.п. и так далее. И я знаю, скажем, знакомые предприниматели жаловались, что сейчас им срочно нужны деньги, но проблема, да. А вот тогда такой вопрос. Мы же понимаем, что проблемы в экономической части, они так или иначе должны, скажем, проецироваться и в политической части, и общественной части. И например, на ваш взгляд, когда можно ожидать, что... Вот сейчас мы видим, что некое такое, мы находимся в дымке такой, да, то есть относительно пока все спокойно. Люди еще не ощутили какие-то последствия серьезные, еще это не сказалось на доходах, на холодильнике, как говорят. Но на ваш взгляд, когда это скажется и когда это может вызвать какие-то, скажем, турбулентности общественную? Провокационный вопрос в какой-то степени, Алик. Я другого от вас не ожидала, но я сейчас постараюсь как-то так на него ответить. Во-первых, можно я плавно перейду от того, что Маргарита говорила, и о том, что действительно нужно поддерживать бизнес, и федеральное правительство нам это обещает, но помощь нужна здесь и сейчас. И экстренно, да, конкретно. То есть рассчитывать на какое-то долгое ожидание, это не тот случай, мне кажется. В плане, можно я пока скажу, не как общественник, да, поскольку я в общественном совете города Владикавказ и еще женсовет возглавляю города Владикавказ тоже. И одновременно эти 2 общественные должности меня в какой-то степени тоже обязывают иметь хотя бы представление о том, что творится. И в данном случае я о том, что творится, знаю просто по прилавкам, да, магазина, по прилавкам. Я с предпринимателями не говорю, но я захожу в магазин, и я реально вижу рост цен. Значит, одна из... Можно приведу пример? Конечно, конечно. Назову даже магазин. Это Стейтен. Я там закупаюсь, рядом живу на ЦУМе, который... Значит, и подхожу, и рассчитывает меня кассирша. Я говорю, господи, вчера же или позавчера я так покупала. Она говорит, о чем вы говорите? У нас в день по несколько раз могут переписываться цены. То есть кассирша, которая меня обслуживает. То есть я считаю, что такой ситуации не должно быть. И что мы делаем со своей стороны. Мы говорили с Маргаритой, ехали сюда о мониторинге, да, но мониторинг должен быть не ради мониторинга. Промониторили, дали информацию, притом ее не всегда же и дают. Честно говоря, мы смотрели там на сайте нескольких общественных организаций, которые, занимаются этим, я знаю, и мониторят, но на сайтах у них нет этой информации. Получается просто, что они мониторят ради галочки или ради чего, для самоуспокоения, что мы принимаем участие в этой работе. Конкретно, допустим, что могу сказать по общественной палате. При общественной палате есть там группа такого мобильного контроля, быстрого такого реагирования чуть ли. Куда входят достаточно бывшие работники правоохранительных органов и так далее, которые действительно сами выезжают, когда получают информацию, и когда ее не получают, мониторят, где-то пытаются договориться с
хозяевами магазина. Вот не будем отрицать, давайте, ну, если это можно назвать какой-то народной дипломатией, ну, скорее это не народная, но все равно это какое-то воздействие, да, то есть человек авторитетный, уважаемый, которого Ну, у нас знают в Осетии. горизонтальные связи очень сильно Да, работают. Да. да, вот где-то по вот этим горизонтальным связям, естественно, и он пытается договориться, да, где-то идут ему навстречу и держат цены хорошо, хатер-бака, что мы вот так сделали, а где-то нет абсолютно. Поэтому, наверное, вот одним мониторингом не отделаться. Ну, насколько я понимаю и знаю информацию, значит, это данные мониторингов поступают в ФАС, Федеральную антимонопольную службу, которая, в принципе, этим должна заниматься. И это их основная задача. Мне кажется, вот сейчас даже не столько общественный контроль, потому что мы сколь-нибудь действенного механизма у нас нет. Кроме того, чтобы вот сказать, да, вот цены выросли вот настолько. Ну и что дальше, что? А вот у них все-таки есть механизмы как-то влиять, и я думаю, что вот сейчас их работа. Что касается непосредственно вашего вопроса, ну, мне бы в самой меньшей степени хотелось ожидать какого-то социального взрыва. Правда, реально бы не хотелось. Ну, разве мало сейчас на нашу голову всяких других переживаний? Поэтому ждать, что вот у нас тут заволнуется, как вы говорите, турбулентная зона, турбулентность возрастет, очень бы не хотелось ждать такую. Но чаша терпения, да, конечно, она может переполниться. Конечно, это может вызвать рост недовольства. Но, а вот от всего того, о чем мы сейчас с вами говорим, от экономического благополучия, в конце концов, зависит социальная стабильность в республике, в стране и так далее. И если правительство, ну, как можно быстрее не найдет какие-то механизмы влиять на это, да, даже просто на этот борщевой набор, если не найдет какие-то механизмы, то да, социальное недовольство будет нарастать. Естественно, это никого не будет устраивать, ни региональные власти, ни федеральные власти. Поэтому все-таки у меня есть очень какая-то, как я недавно выразилась, меня коллеги потрунивают, я говорю, я все-таки ожидаю джокер в рукаве у руководства. И вот этот джокер, я не знаю, будет ли это этим триллионом, который обещают спустить в регионы, или что-то другое, но как-то вот у меня есть большая надежда. А можно тут пару тезисов скажу, и не знаю, вы будете согласны с ними или нет, что даже несмотря на инфляционный шок, о котором Наталья Зубаревич говорит, маленькие города, где как бы и бизнеса-то не так много, у нас очень большое количество бюджетников, да, то есть тут ситуация более-менее управляемая, потому что государство может именно социалку и выплачивать, выплачивать. Зарплаты, да. Проблема коснется именно в первую очередь крупных городов, где реально был представлен западный бизнес, где были большие торговые площади и где была основная концентрация рабочей силы в небюджетном секторе. Ну, Москва, Краснодар, Ростов, Тюмень, Екатеринбург, да. Что какие-то изменения и подводные течения возможны там, а у нас как бы глобально ничего особо не поменяется. Не совсем с вами согласна. Да, в больших городах они, скорее всего, будут вынуждены менять свой стиль поведения, привыкать к более такому простому, скажем так, времяпровождению и более простой одежде. Что касается маленьких городов, то для нас это в первую очередь главная проблема будет связана с теми же продуктами питания. Хотя, с другой стороны, вот смотрите, если посмотреть на кризис 2009 года и условно, скажем, кризисную ситуацию 2020 года, то как раз-таки регионы Северного Кавказа и Северной Осетии относительно неплохо прошли. Неплохо прошли, более-менее лучше, чем, скажем, развитые российские регионы. Здесь никто не заметил кризиса в 2009 году. Потому что как шли безвозмездные выступления, даже в период 2020 года, они выросли безвозмездные поступления. Да. И за счет такой вот серьезной финансовой помощи центра, конечно, мы прошли более-менее. Но тем не менее, поскольку у нас все-таки очень много людей занято в сфере той же торговли, розничные и так далее. Опять же, эти самые рабочие места. И если действительно идет общий процесс объединения, девальвация денег и так далее, то вот, скажем, захожу я в один, не буду называть, недавно магазин,
и рассчитаны, наверное, на людей до 24 февраля, я бы сказала так, ну, высшая, скажем так, страта среднего класса. Ну вот, и понимаю, что по тем ценам, которые выросли в 2-3 раза, вряд ли уже и люди с доходами выше средних могут себе это позволить. То есть у нас это и в этом скажется. Поэтому, с одной стороны, вы правы в том, что мы, как глубоко дотационный регион, рассчитываем на поддержку, опять же, федерального центра. Но у федерального центра еще мы тоже не знаем, насколько. Кто может сказать, насколько хватит резерву и так далее. Учитывая, что часть из них оказалась заблокирована. Да, поэтому надо, в общем-то, думать, рассчитывать на свои силы. А когда вы рассчитываете на свои силы, вот позволю себе привести такой пример, я уже коллегам говорила об этом. Вот газета «Северная Осетия» за 17 марта. На первой странице читаю, что в 2021 году мы собрали картофеля 34, где-то 33-34 тысячи тонн. А в 2020 году там 67 тысяч тонн. И якобы в Минсельхозе это объясняют тем, что арендаторы, которые занимались посадками картофеля, они не были зарегистрированы в налоговых органах, как вот арендаторы, и поэтому вот этот объем якобы их работ был статистически оформлен по графе «Хозяйство населения». И у меня возникает вопрос. Слушайте, рядовому потребителю все равно, по какой графе вы оформите картофель, да, произведенные овощи в Северной Осетии, первое. И вообще вот за счет таких статистических, я не знаю, как это назвать, ухищрений, это хитрость. На выходе сколько у вас все-таки было? 34 у вас было? Или у вас все-таки было чуть больше или так далее? И в конце статьи была такая ремарка, что это касается всех овощных культур. Это возвращаясь к этому овощному набору опять. Поэтому хотелось бы, чтобы элементарно вот в этом отношении в органах госвласти и в статуправлении как-то все-таки это отслеживалось так, как должно быть. Ну, мы же понимаем, что сейчас есть, что это вот эта банальная, знаменитая, избитая фраза, там есть правда, есть статистика. И, к сожалению, например, я последние годы, поскольку я часто за Росстатом наблюдал и Министерством экономического развития, которое тоже стало статистическим ведомством, да, то мы все больше уходим от правды в статистику. Хотя до сих пор, правда, можно смотреть более-менее адекватно там, статистику Центрального банка, по крайней мере. Ну, просто сейчас такая ситуация, когда это реально, это то, многие люди на себе это будут чувствовать. Если раньше это не то, что закрыть на это глаза было, если раньше это как-то проходило, сейчас это уже не должно никак проходить. Можно я добавлю? Да, Олег, вот я все-таки, наверное, не буду так категорично, как Маргарита, по поводу вашего вопроса. Действительно, ситуация различается. Большой город, малый, революция, как правило, в больших городах, да, совершаются. Явно не в маленьких, да. Да, явно не в маленьких. Но меня вот в нашем городе, вот если мы возьмем количество людей, занятых в бюджетной сфере, у меня нет этой цифры. У тебя есть эта цифра? Есть? Вот если посмотреть пропорции какие, Маргарит, допустим, в бюджетной сфере и вот... В бюджетной сфере, естественно, их больше, конечно, да? Конечно, то есть намного. раз в бюджетной сфере большинство населения там пребывает, все-таки есть какая-то защищенность со стороны государства. Я хотя бы знаю, что я свою зарплату получу вовремя и в полном объеме. То есть на нее пока никто не покушался. Но другое дело, что если я месяц назад на свою зарплату могла позволить один, так скажем, ассортиментный набор, то сегодня это в разы меньше. Правильно. Да, ты вот если об этом говоришь, то я говорю согласна. И об этом тоже, потому что если у нас инфляция около 20-30, а в Центробанке заявили, что даже может быть до 70 дойдет, то никакое повышение зарплаты и пенсии не компенсирует. Не угонится Не угонится за это. Просто государство не может это сделать. А можно я поиграю в злого пропагандиста, с передачи Соловьева, и вспомню время до 24 февраля.
Ведь у нас сейчас такая проблема, что у нас цены-то росли на самом деле до начала спецоперации, причем колоссальными темпами. Да. Строительные материалы росли в 2 раза, 100%, там арматура. И это же связано еще с тем, что у нас долларовая инфляция находится на рекордных отметках с 1982 года. И, к сожалению, так обстоятельства сложились, что там, не знаю, циклы совпали, хотя в теорию циклов не очень верю, что мы сейчас наблюдаем, когда за последние 22 месяца объем долларовой массы вот, было напечатано вообще 80% всех долларовообращений. И что эту долларовую массу надо изымать. И мы же понимаем, что доллар – это главная мировая резервная валюта, и все цены ориентируются по ней. Если идет долларовая инфляция, то она просто добавляется к рублевой инфляции еще. То есть вот у нас как бы такой вот двойной удар получается. И из-за разрушения цепочек поставок у нас резкая инфляция, еще и долларовая инфляция тоже по нам не очень приятно бьет. Ну, я с вами согласна, что да, действительно, мировая инфляция на самом деле тоже достаточно выражена. Это не только у нас, на самом деле в мире тоже. Но так вот сложились обстоятельства, наверное, все-таки. К сожалению. Ну, к счастью, это то, что не мы такие, не мы одни. Не они важно, тоже что страдают. У нас же некоторые так любят. Да. Жителям Осетии от этого не проще, от того, что я сейчас рассказал. Поэтому, да, действительно, на фоне общемировых инфляционных процессов у нас тоже он выражен. Тем более в прошлом году где-то, говорят, 10% как минимум продовольственная инфляция составила. Да. И то мы же знаем по разным группам товаров, опять больше там будет там, где эти вот простые борщевые наборы и так далее. Поэтому, ну да, я в этом смысле... А вот хорошо, мы понимаем, что... В чем зло было, я не поняла. Зло, что... Слово пропагандиста, я все жду, где же? Зло было в том, что во всем виноват доллар, как у нас любят говорить. Вот так вот, то, что в мире, в мире тоже не все хорошо. У нас же есть просто такая хорошая шутка, когда говорят, почему цены на нефть упали, а бензин вырос. Ну, вы понимаете, в мировой геополитике, ну, в итоге, ну, при чем тут это, почему бензин все равно растет? То есть... Ну, такая демагогия. Хорошо, тогда что делать? Может, какие-то рецепты есть, как из этой ситуации? Вот правда, да? Как выходить из ситуации, когда человек не хочет терять в качестве жизни, ну, хотя бы максимально сохранить привычное качество жизни в текущих условиях? Подсобное хозяйство. То есть это серьезно, да, что мы сейчас должны опять к подсобному хозяйству? Надо как-то адаптироваться действительно к этой ситуации. Вот мы понимаем, что идет объединение, мы не знаем, на какой срок это рассчитано, когда что-то изменится действительно к лучшему. Причем вот мне, честно говоря, несколько бывает смешно, когда у нас есть такие, я считаю, это не настоящие патриоты. Говорят, вот сейчас мы быстро все свое сделаем. Мне хочется спросить, ребята, вот в сельском хозяйстве нам сегодня нужны, первое, семенной материал, второе, ветеринарные препараты, и третье, инкубационное яйцо. Вот за месяц вы это не сделаете, и даже за 2 месяца. Слава богу, семенной материал нам еще поставляют, да. И с учетом того, что у нас есть вообще-то научно-исследовательские институты, у которых есть хорошие такие образцы культур, там плодовых, овощных, и семян и так далее. Но это все не перешло на стадию промышленного производства. То есть это надо быстро запускать. Об этом как-то тоже я еще не слышала, что об этом говорят, что это надо делать быстро. Это то, что в советское время называли смычка науки и производства. Вот это сейчас надо быстро делать. Поэтому, наверное, если вот на таком индивидуальном уровне... Вот сегодня с утра я была на нашей даче в селе Зарекау и подумала о том, что надо будет действительно обработать, что-то посадить. Думаю, это такой очень утилитарный подход. На самом-то деле я где-то читала, что в некоторых администрациях, как раз-таки, ну, в российских некоторых регионах тоже приходит к тому, что надо как-то мобилизовать население, чтобы они активнее работали на личных своих приусадебных участках. И действительно, это тоже один из, наверное, один из путей как-то вот приспособиться к ситуации. Но тоже хотелось бы, чтобы повысилась эффективность, первое. Вот, и, наверное, самое главное,
И чтобы не просто были реляции победные о наших успехах, а то, о чем говорила Лариса Хасановна, то, о чем и Алик тоже говорил. Ну вот если этого не будет, то никакие личные, к сожалению, приусадебные участки не позволят нам компенсировать потерянный уровень жизни. Ну, тут да, конечно. понятно, что потерянный уровень жизни нам ничто не может компенсировать, учитывая, что реально по некоторым позициям сложных товаров у нас будет дефицит. И это просто потому, что мир настолько глобализован, что вот эти цепочки поставок, они очень сложные, они идут через десятки стран по одному товару. Да? То есть, чтобы создать один товар, у тебя должно быть несколько цепочек поставок, которые идут через десятки стран. Когда это нарушается, от этого мы можем... То есть я вот смотрю эти репортажи про то, что вот там в Европе все там... Автомобильные концерны скоро остановятся, Да, потому что кабеля нет, который на Украине производился. И там в Германии вообще паника по этому поводу. Вот я эти новости смотрю, и у меня возникает вопрос, ну хорошо, им плохо. Я вообще не понимаю, как это должно успокоить меня, что там вот немцам плохо. Вот, что конкретно? Алик только начинает сочувствовать немцам, что им плохо. Да? То есть, ну, вам плохо, и им плохо. И что хорошего в этой ситуации? Мне кажется, по этому поводу не нужно испытывать радость, что немцам плохо. Я, например, не испытываю никакой радости. Правильно, Алик? Да. Ну, мы же нормальные люди. Почему я должна радоваться? Тем более, учитывая, что немецкий автопром был очень здорово представлен на российском рынке. Я тут недавно читаю, что на 2 месяца у них еще хватит запасов кабеля, потом они приостанавливают свою работу. Ну, какая радость может быть от того, что мы все вот в каком-то таком вот состоянии? Мне кажется, может ли... Еще, можно я вот добавлю? Еще одна очень серьезная проблема, вот ее отметил Сергей Алексашенко, вот хороший экономист. Мы до конца не знаем общий вес вот этой импортной составляющей в наших производственных цепочках. Вот в чем проблема. Потому что там 1-я, 2-я, 3-я итерация, и вдруг раз, и выскакивает, что какая-то мелочь, и за нее вся вот производственная логистическая цепочка нарушится. И какой-нибудь меламин для пропитки деревом. Да, мелочь, казалось бы. И вот сейчас вот какое-то время уйдет на то, чтобы, наверное, выявить это все. Оно само будет сейчас выявляться в таком ускоренном темпе. Поэтому пока мы до конца это тоже не поймем, действительно, мы не можем определить, где и что нам надо действительно срочно наращивать производство, чего и как. Тут же еще надо и уметь нарастить производство. Тут самое главное, не только технология, а человеческий капитал. А вот нам сейчас говорят о том, что мы переходим на рельсы мобилизационной экономики. А вот у меня вопрос. Общество перейдет в какой-то некий мобилизационный формат общества, когда вдруг горизонтальные связи начнут сильнее работать, крепче работать, когда, например, если мы берем Осетию, где... Традиционное общество? Да, где традиционное общество, что у нас опять какие-то традиционные институты начнут более... они, наверное, не более эффективны, потому что в безальтернативной ситуации это единственный способ. То есть мы увидим некий ренессанс традиционных институтов, того же ЖИУ, допустим. Или мы уже давно перешли вот через эти... Мы уже слишком атомизированы, и мы уже не сможем вернуться. Честно говоря, вот я бы не была так оптимистично настроена по поводу вот расширения этих горизонтальных институтов, связи и в качестве, то, что вы назвали ЖИУ. И мне кажется, нет для этой основы. Действительно, наше общество настолько атомизировано, мы каждый сейчас закрылись, мы каждый переживаем, происходящее, то, что происходит, каждый по-своему, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но мы все закрыты, у нас нет никаких вот этих связей. А если они и бывают, то это бывают споры. Правильно, неправильно, что делать. Поэтому я вообще на такое не возлагаю никаких надежд, Алик. Я бы, вот как Маргарита говорила, где-то только на себя, на свою семью, на своих близких и так далее. Я не думаю, что мы в одночасье вот прям... Во-первых, скажем так, уровень цивилизации совершенно другой. Вот ЖИУ это осталось в прошлом. Да, я знаю, что вы...
Да, прямо говорите, я сторонник неких архаичных институтов в условии неэффективного государства. Скажем корректно так. Нет, ну почему неэффективного? По-моему, вы сторонник архаики даже в условиях эффективного государства. Вот я бы так сказала, судя по вашим публикациям, ну, я там читала, смотрела, что-то бывало безумно интересно, что-то хотелось вам в этот Что-то было момент... просто безумно. Хотелось вам в этот момент... Но сейчас мы ведем весьма корректную беседу, поэтому мне все нравится, что говорит Алик. Но я вот реально, да, понимаю, что вы все-таки придерживаетесь того. Я бы тоже хотела, но нет. Вот я как-то считаю, что уровень цивилизации нас так сильно коснулся. И я вот теперь, что мы вряд ли к этому вернемся. Но я не знаю, это хорошо или плохо. Вот был такой просветитель астинский конца 19-го, начала 20 века, Ардасенов. Да, знаете. Вот у него, как-то я вычитала, значит, он говорил о грамотности среди народов Северного Кавказа и говорил, что астины самые грамотные. Ну, не потому, что самые там талантливые и так далее. Просто то, что осетины, они от своих корней оторвались. Они оторвались от этой архаики. Они за нее не держатся. Поэтому лучше говорят на русском, больше там учились в Санкт-Петербурге, в Москве и так далее. То есть элита была там военная, вы знаете, это не хуже меня. Вот. Это было хорошо, то, что они оторвались. Но вот в сегодняшних реалиях, то, что мы оторвались, допустим, это может быть рассматриваться как плохо, потому что нет вот этих связей, нет вот этого чувства локтя. И я вот абсолютно в этом не сомневаюсь. Может быть, в каких-то маленьких сообществах, но чтобы это приобрело общенациональный характер, я абсолютно в этом не уверена. Я тут с вами полностью согласен. Астины – это городская нация абсолютно. Ну, вот одного города. Так, 60% астинской нации сконцентрировано во Владикавказе. Мы городская нация. В отличие от наших соседей. Да, где Кабардино-Балкария огромное количество сельского населения, Ингушетия огромное количество сельского населения. Махачкала тоже меняет Дагестан просто космическими темпами. Она вот прямо перерабатывает целые слои. Да, Дагестан. Я скажу, что у меня вообще насчет Дагестана очень позитивное ощущение. Я думаю, что Дагестан это станет экономическим центром Кавказа, учитывая, что бизнес-тренера туда едут, учитывая вот эту демографию. Демография – это база экономики. Но вот вопрос. Я, к сожалению, вот сейчас такие условия складываются, что возможно ли, что вот какие-то небольшие локальные группы людей, которые еще придерживаются неких архаичных институтов взаимоподдержки, что вот эта модель, она станет конкурентной и распространяемой? Или это такая модель, которая она уже не может распространиться, и нам нужны какой-то следующий шаг? Мы просто мы просто застряли, мы отошли от этого архаичного общества, но к гражданскому обществу мы тоже не пришли. И вот мы повисли в пустоте. То есть, потому что когда говорят про атомизацию Европы, это на самом деле очень смешно слышать, потому что в Европе, в маленьких городах, там такие тесные коллективы, такие тесные сообщества. Но если даже ты выпал из всего этого контекста, там есть гражданские институты, которые также создают вокруг тебя чувство локтя. А у нас ни гражданских институтов, ни архаики и, может быть, какие-то другие модели. Вот мы же сейчас понимаем, что единственное, что может изменить человека в современной жизни, это просто поменять поведение. Может быть, наша проблема именно вот в этом, то, что мы отошли от архаичных этих институтов, от архаики, но институты гражданского общества, они не сформированы в полной степени. Вот я тут просто понимаю то, что вы говорите. Я часто была в Европе по разным программам и так далее. И вот эти маленькие сообщества, которые, допустим, общественники, которые тебя сопровождают по разным программам, там устраивают встречи и так далее. То есть они так живут. Это тоже их стиль жизни. Да? Да, у нас этого нет вообще. То есть вот в таком понимании, как, допустим, я это на Западе видела и ощущала, что это гражданское общество, да, вот они этим занимаются. Я бы не сказала, что у нас это очень развито. У нас это вообще не развито. Да, может быть, совсем не так категорично, но слабо развито. Вот институты гражданского общества. А институты гражданского общества, это действительно может быть альтернативой ЖИЛ. Альтернатива. Это ведь тоже помощь. Конечно.
С одной стороны, я с вами согласна, а с другой стороны, вот смотрите, Аузан, это декан экономического факультета МГУ, люблю да? его лекции. Да. Ну, блистательно, он, конечно, и лектор. И он часто произносил такую фразу, что социальный капитал на Северном Кавказе более выражен, чем в целом по России. И ему казалось, что А за счет вот чего? в За счет- 2010 году была модная теория модернизации, и вот эти модернизационные процессы, они были как бы на слуху и т.п. и т.д. И вот как раз-таки в тот период он очень часто озвучивал этот тезис, что вот не то, что модернизация пойдет с Северного Кавказа, но именно в силу того, что там выше социальный капитал, там легче будет вот разрастаться ткань этого гражданского общества в этой связи и так далее. И он как раз свои надежды и перспективы, ну, надежды это, наверное, громко сказано, но прогнозы он связывал вот именно с Северным Кавказом. И мне тогда казалось, думаю, с одной стороны, мне, конечно, приятно было это слышать, а с другой стороны, мне казалось, он несколько преувеличивает, потому что он видит поверхностный вот какой-то слой. Он часто Южную Корею в пример приводил, и поэтому говорил про Кавказ. Да, вот эти, в том числе, и Южную Корею, Италию, северные вот эти малые компании и так далее, которые могут стать вот такими точками, что ли, роста. У него такой взгляд на Кавказ, как у обычного... Обычный русский человек склонен преувеличивать традиционность Кавказа. Что Кавказ – это традиционная история, что на Кавказе до сих пор... Вот, например, я часто слышу, что вот в Осетии... Вот читаешь просто что-то про Осетию – кланы. Я когда читаю, мне становится смешно, что в Осетии никаких кланов нет. Тут есть... По сравнению с некоторыми. Ну, по сравнению с Москвой у нас кланов нет. Да? То есть, да, хорошо. 100%, потому что когда ты смотришь, внучатый племянник того работает в госкомпании, то этот в том. Когда ты смотришь эти расследования, видишь, ты думаешь, астинский хионизм – это маленький ребенок по сравнению с кумовством в Москве. И в Осетии есть вертикаль власти. Вот как только кто-то приходит, становится на верхушку этой вертикальной власти, люди сразу к ней. Присягаются на верность. Да. И никакой... А клан держится на верности клану. Вот. Но, опять же, вот у меня вопрос, какой путь ближе? Тут же вот вопрос, нам проще сейчас дойти до гражданского общества или проще дойти до неоархаики? Мы куда ближе? Ай, надеюсь, что к гражданскому обществу. Я тоже надеюсь на это. Да, однозначно. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки двигались. Вы, может быть, не согласны с нами, я чувствую по вашему взгляду. Вот, ну, неужели такой взгляд говорящий? Говорящий весьма. Но надеюсь, что мы все-таки ближе к гражданскому обществу, к гражданским институтам. И это было бы правильно в 21 веке. Чем скатываться обратно назад. Помнишь, мы вели с тобой еще такую страничку, да? Конференцию. Как-то она называлась, с архаикой была связана. В прошлое, в настоящее, будущее Осетии. Да. Как-то вот так. Я с вами вынужден согласиться. История в том, что мы сейчас живем в том обществе, где люди гораздо ближе... вперед. Тут даже, я не знаю, это вперед или куда, это как это мы сейчас в объемном пространстве, потому что иной раз сейчас ребенку, вот простому ребенку, который сидит, играет в Майнкрафт, ближе по взглядам может оказаться не его кровный родственник, а чувак, с которым он играет по сети. И мы понимаем, что некоторые взгляды политические, особенно вот сейчас, я вижу, как в условиях вот текущей ситуации люди локально начинают объединяться по взглядам на ту или иную ситуацию, а не по кровно-родственным связям. Я вижу конфликт отцов и детей, да, который сейчас происходит. Если из этой всей формулы убрать политику, вот меня беспокоит... Мы же понимаем, что большинство населения, оно абсолютно аполитично, и его в первую очередь интересует экономика. И вот как этим людям, аполитичным и явно не готовым, сложным для понимания, которым сложно понять, что такое гражданский институт, зачем они нужны, как им выживать в условиях вот мобилизационной экономики. Потому что если просто надеяться на себя, как вот писал мой товарищ Алихан Хоранов, он говорил, что в Европе ты можешь себе позволить жить один на один с государством.
А вот в там есть... условиях нашего общества. Да. А вот в России человек, который один на один с государством, он будет, скорее всего, тяжелее, ему будет тяжелее всех. А человек, у которого есть небольшая группа поддержки, вот вы даже сказали, семья, близкие, ведь в Оренбурге семья закончится на папа, мама, я. А у нас закончится, вот у нас еще есть какие-то вот этот Бабушки, отросток. дедушки, тети, дяди и так далее. Тети, дяди, двоюродные братья, да. Там, троюродные. да. И я, например, Весьма еще... расширенный состав. Я еще обращаю на это какое внимание. Момент, я, наверное, уже зрители ненавидят, я постоянно про это рассказываю. Я просто рассказываю про институт Рвадалта. Вот так получается, что вокруг меня огромное количество Маргиевых и Кусовых, вот с которыми я познакомился. Рвадалта. Да, мои Рвадалта, с которыми я просто познакомился. О, ты Пухаев? Все, и теперь мой брат, как ты, общаемся. Хотя реально мы друг друга не знали до этого, никогда. И я просто, знаете, я как какой-то идеалист, я хочу людей подтолкнуть к тому, что, я как убежденный верующий христианин, я верю, что возлюби ближнего как самого себя. И ближнего я понимаю в прямом смысле этого, потому что я искренне не верю, что это, наверное, очень прекрасные люди, но трудно, наверное, возлюбить человека, который живет очень-очень далеко, где-нибудь в Африке. А вот если ты сейчас обратишься к ближнему, ты обратишься к нему, он обратится к тебе, вы начнете формировать какой-то социальный капитал. И опять же, почему в 90-е, когда вот этот взлет цен был, как мы спасались? Я просто помню, по подъезду кто-нибудь спускался к соседу, а может стакан риса насыпать или стакан соли. И это спасало. Голода же не было реально. Вот я представляю, в Москве, в многоквартирном доме, 20 этих квартир, никто не отправит 10-летнего ребенка за рисом. Стаканом риса. Да, потому что он может пропасть. Но это же здесь было, да? То есть это же здесь было. Стакан риса здесь, не в Москве. Да, и я хотелось бы подтолкнуть к этому. Окей, мы в архаику не можем, городская нация, давайте строить гражданские институты. Например, как бороться я помню в 2014 году, когда тоже был взлет цен, первые санкции, я помню, как боролись молодые мамы. Кстати, женщины более активны сейчас в социально-общественной жизни, а особенно молодые мамы. Я помню, памперсы, резко дорожали памперсы, и детское питание, качественное детское питание с пребиотиками. Сейчас очень сильно подорожало. Московские матери, у которых тоже оторваны, тоже никакого социального капитала нет, они стали через чаты и форумы кооперироваться и делать большую закупку памперсов, то есть промышленную, несколько контейнеров. И таким образом они получали оптовую цену, а потом эти просто памперсы распределяли. И они таким образом смогли как-то в условиях роста цен хотя бы на некоторое время, на год отложить для себя. То есть эта оптовая закупка, это же тоже на самом деле хороший инструмент обхода цен. Да. Возможно ли это в Осетии? Почему нет? Думаю, что да. Дорогие зрители, ориентируйтесь, не знаю. Думаю, подсказку хорошую. Да, Алик нам дал. Правда, я, например, поехать в Гизель, купить 100 килограмм огурцов, привезти и соседями распределить как-то. Максим, что ты там купишь, это араку. Да, Там нет огурцов, да? Я верю в отечественного производителя. Просто я к тому, что... Модель просто такая, да, интересная. Да. Почему не закупить, допустим, телят или мясо, как Алик говорит? Потому что реально, вы что-то все про борщевой набор, а меня больше всего мясо. Мясо. Мы же на Кавказе, в конце концов. Да. Потому что почему-то мясо не относится к продуктам первой необходимости, насколько я понимаю. А я считаю, что это продукт первой необходимости. Я с вами согласен. Потому что без мяса нет строительного материала. Я на капусте и на бураке долго не протяну. Вы тоже. Я без мяса не могу. Поэтому реально, почему мясо не причислено к продуктам первой необходимости? Вы посмотрите, насколько оно выросло. Да. Это же кошмар. Просто. Тем более у нас до сих пор эти дворовские комьюнити есть. Кстати, недавно даже видел статью про хадзары, что в Осетии есть. Ведь надо понимать, вопрос. Хадзары это архаичный институт или это современное дворовское комьюнити? Это же реально большой вопрос. Да, смотря как это назвать. В принципе, оно и туда подойдет, и сюда подойдет. Мы общаемся, допустим, и при одном названии, и при другом.
Второе название мне больше нравится. Раньше, если... Современное пространство для общения. Да, вот раньше, если хадзар это было только способом исправления ритуальных каких-то, Да. то сейчас я вижу, Событий. что стали ставить кофейни, кофемашины. И там уже не только взрослые подходят, а молодежь там кофе нальет. Меня справедливо знают как очень такого критичного человека, и который просто расстраивает людей, когда им что-то рассказывают. То хочется какой-то позитив рассказать. Да. Что делать? Знать своих соседей. Да. Вот сейчас очень важно знать своих соседей. Кто эти люди, как вам вместе, может у вас какие-то интересы совпадают, какие-то товарные позиции совпадают, и вам стоит скооперироваться, с родственниками общаться. Если есть сельская комьюнити, у меня много друзей, которые в Батако каждые выходные ездят, потому что там вот до сих пор Батако, да, сильное, да, такое село, там какое-то формирование. Может быть, нам стоит обойти именно тех, кто делают наценку, это крупные сети. Я сейчас понимаю, что это звучит ужасно, потому что человек, это очень комфортно прийти в супермаркет, все вот так купить. Да, все по полочкам разложено, красиво и все такое. Да? И мы все готовы за это переплачивать. Я благодарен всем этим мерчендайзерам, да, и маркетологам, которые расставляют эти продукты. Это правда труд, я его очень ценю. Но в условиях, когда ты уже... Мы же понимаем, что люди должны отказываться от каких-то наценок, которые вот они не могут оплачивать. Им нужен товар. И вот обойти вот эти сети, формирование каких-то вот таких прямых закупок дворовских. Сделать во дворе центр закупочный. Кстати говоря, вот у нас, допустим, я на Стеньке живу, да, на Цаголово. О, прекрасное место. Да, прекрасное место. Прямо за администрацией, в центре города, село и город одновременно. Реально, соседей знаем всех. Я знаю, у меня родственники там живут. Да, прекрасно. Приезжает машина, допустим, с Гизели каждое утро, уже на протяжении 20 с лишним лет. Один и тот же парень, был парнем, сейчас уже достаточно солидный, привозит молоко. Приезжает другая машина с другого села, с Феогдона, привозят то-то, то-то. То есть, да, намного дешевле. То есть это тоже вариант. Почему не призвать вот таких мелких, да, вот фермеров и кто занимается индивидуальным там предпринимательством на себе, они реально приезжают во дворы, торгуют. Мы знаем, что вот Моздок часто, да, привозят сыры и так далее. Моздок, это же вообще житница. Да. Их товары не доходят до нас. Нет, они доходят, Алик, они доходят. Допустим, конечно. Моздокчане очень часто вот на Ватутина, значит, я знаю, они туда приезжают. Сыр, сметана, творог, все это есть. А в сетях я не вижу моздокские продукты. Может быть, туда и не доходят. Может быть, действительно, я не знаю, почему они туда не доходят, но факт то, что это можно купить там, и это будет гораздо дешевле. Тоже один из способов. И вот сейчас же, правда, есть же современные технологии, но сделайте WhatsApp-чаты, там, сориентируйтесь. Ты знаешь, это же не проблема раньше вызвонить человека просто, найти. чтобы кто-то взялся за это. Да, кто-то взялся за это. Кто-то взялся. Вот возьмитесь. У вас же хорошо получается. Не, я за весь город точно не потяну. Давайте Астинку начнем обеспечивать. Так Астинка обеспечена уже. Нет, Моздок туда не приезжает. Допустим, моздокчан я не вижу. Я вижу гизельское молоко, вижу там с Феогдона какие-то фрукты, овощи. Кабардинцы приезжают. Вот. Моздок не приезжает. Действительно, вот правда, логистическую такую какую-то площадку сделать. Вот Астинка, вот там. Ярмарки надо тоже, слушайте. Вот ярмарки, кстати, ярмарки. Давно уже их нет, да? Да. А в Москве проходят ярмарки выходного дня, всегда бывают хорошие. Вот, кстати, вот это та инициатива, которую именно вот тут не надо ждать каких-то людей. Вот город может дать бесплатно пространство для ярмарок, для вот свободных фермеров. И сейчас настало, Хистарат, настало твое время. Вот эти люди, которые деятельные, но иногда не знали, чем себя занять, которые сейчас сидят на пенсии, они могут, правда, заняться логистикой. Вот надо подбросить эту идею общественной палате Суслану Ивановичу Сикоеву, который там эту группу возглавляет, которая мониторит. Вот они могли организовать такое? Пора заниматься метафизикой, пора прийти к реальной жизни. И Наутиева Казбека нужно призвать, пусть теперь, значит, огурчиками. Вот Екатерину Шульман часто пеняют за ее мягкую позицию. А вот что можно было добиться общественным обсуждением? И вот в Фейсбуке в очередной раз она выдала такой список, например, закон о просветительской деятельности. Там был ряд каких-то прямо абсолютно людоедских норм удалось смягчить. То есть вот тут тоже такой момент, когда какой-нибудь ЧП Владикавказ,
который там публикует часто чернуху, но напишет про рост цен, я уверен, это будет гораздо более серьезно, чем газета «Северная Осетия» напишет про то, что роста цен нет. И на это будут реагировать. Другой вопрос, есть ли рычаги на это влияние? Вот, мне кажется, что вообще у местных властей, у региональных властей каких-то рычагов что-либо делать абсолютно нет. Местные власти оказались за вертикалью, вот этой жесткой вертикалью. Ну вот мы с вами же говорили, те же ярмарки, это Да. инструмент? Инструмент. Инструмент. А местная власть просто должна создать минимальные условия, выделите площадки, чтобы к этим площадкам был удобный подъезд и так далее. В принципе, да. Чтобы места там не продавались не за продавались деньги. за деньги, обеспечить, это же все можно сделать. На самом деле, вот откровенно скажем, что да, действительно, возможностей влиять, вот рычагов, ну не так много, но они есть, они реально есть. Просто проще всего сделать вид, что все находится вот, в рамках управляемости, все неплохо, все хорошо, подведомственное население чувствует себя нормально, но это имитация. Это та имитация, которая рано или поздно приведет к социальному взрыву. Поэтому надо вот то, о чем вы говорите. Хлопку. Да, хлопок, да. Может. Не, но мы это как люди, которые немного занимаются исследованием социальных процессов, об этом и говорим, потому что мы должны об этом говорить. Не надо нагнетать ситуацию действительно, но в то же время не говорить то, что есть, мы не можем. Иначе получится, что мы тоже занимаемся украшательством, приукрашиванием. Ах, как все хорошо, все пройдет, перебьемся, адаптируемся и т.п. и т.д. Вот я обратила внимание, Наталья Зубаревич, для меня это безусловный авторитет в области региональной экономики, и в одном из своих последних выступлений она так и сказала: все, я перестаю заниматься успокоением, все так. Население, да? Ну да, потому что работать надо. И опять-таки, вот то, о чем вы сейчас говорили, ведь это гражданские инициативы, они тоже реализуемы. Вот то, о чем вы говорите, то, о чем вы, Лариса, тоже говорите. На уровне вот этих локальных каких-то акций и так далее. А что касается у власти, еще раз говорю, у них тоже есть инструменты. О них мы тоже уже сегодня говорили. Маргарита сейчас правильно отметила, может быть, правда, не стоит нагнетать. Ну, ситуация в какой-то степени контролируемая, в какой-то степени прогнозируемо, как мы можем высчитать, что и как будет. Но нагнетать, наверное, тоже не стоит. И я только вот этими, вот этой позицией где-то могу оправдать и понять. А то, что... Вот еще на что хотела обратить внимание, друзья. Вот мы говорим сейчас о власти, да, коль мы заговорили о Министерстве экономики, до этого я упоминала ФАС. Мне кажется, вот связка должна очень здорово работать между средствами массовой информации. Правильно Олег говорит? Да, на Северную Осетию. Ну, нет, братья, зря вы так говорите. Но там ЧП или какая-то другая оппозиционная, правильно? Можно не, она просто вот индифферентная, да, индифферентный хорошо, паблик. Ну, какое-то другое средство, не официальное, не государственное. Ну, наверняка это же все мониторится и на это обращается внимание. Поэтому, мне кажется, чем чаще будут на это обращать внимание и писать, это будет сигнал для власти. Чем чаще мы, общественники, будем ходить, значит, и тоже фотографировать, да, вот как вы сказали, и им посылать, это тоже будет для них сигнал. И, в принципе, как-то вот совместными усилиями это все можно сделать. А кричать мне кажется, не стоит. Если население давать неправильно, вообще, если человека... А население, Лаура, население и так видит это. Ну, вот от того, что Заур Кучиев сказал, что вот мы держим вот так цены, вот сегодня в библиотеке я нашей, университетской, наши библиотекари пошли, купили бумагу, снежинку. И вот библиотекарь стоит и возмущается, говорит, мы отдали сейчас, для работы она нужна, 600 рублей, пачка бумаги. Это они еще дешево купили.
Да, до этого она была чуть дороже. 1200. Да, там, была. Я ей говорю, да, я покупала 1000, была. Она говорит, да вы что? Ну, видимо, упала. Значит, это мы можем расценивать, ну, то ли влияние власти, то я не знаю, каким инструментом они на это подействовали, но реально бумага была в районе 1200. Сегодня они ее купили за 600. Но это не те 200, которые были, но уже, слава богу, и не 1000, которые были. Поэтому наверняка же как-то пришли вот к такому А у меня вообще... снижению. Да. Которая есть, Сейчас. вот сейчас, которая бумага, на которую подняли цены, она уже была. Эта бумага уже была произведена, закуплена оптовиками, она уже была. Да, по То той есть её, цене, да, нет, понятное то есть, дело. да, тут проблема в том, что никто не контролирует вот этот процесс. То есть я как хочу, я звонила в ФАС, они мне сказали, это никто не может контролировать, мы не можем им запретить. Но вот просто вот контроля нет никакого. От того, что он привел цифры, если человека неправильно ориентировать, он будет принимать неправильные решения. Все равно нужна больше информационная Да, открытость, потому вот, что вот это когда она главное. есть, вы можете хотя бы для себя какой-то выбор сделать. Вот я захожу на сайт Минсельхоза нашей республики. В начале марта было объявление о грантах «Агростартап». И там просто объявление, кому интересно, приходите в кабинет такой-то. Я захожу на сайт Минсельхоза Ставропольского края. Там то же самое объявление, но там цель этого конкурса, условия предоставления гранта, критерии предоставления гранта, формы заполнения отчетности. Это все на сайте есть. Реестр грантополучателей прошлых лет и так далее. Это не значит, что они честно выделят эти гранты. Но хотя бы я, например, как фермер или начинающий, я буду знать, мне это интересно или нет. Это хотя бы обеспечит хотя бы какую-то прозрачность. Какую-то прозрачность Защиту обеспечит. Министерства экономического развития могу сказать, что это давно статистическое министерство, которое ни на что влиять не может. Единственное, что оно может, единственное, что они могут, они проводить мониторинги. У них нет никаких, вот правда, никаких рычагов управления. Это еще при Орешкине было и после посадки. Ярмарку они могут организовать? Да нет, даже ярмарку они не могут У них организовать. раньше это было в положении, Да. а в министерстве сейчас нет. Да. Я помню, когда Слушайте, после посадки Улюкаева, к которому, кстати, у меня очень позитивное отношение было, потому что я знаю, как работало министерство тогда при нем. При Орешкине это стало абсолютно статистическим министерством. Вот на что Кучиев может повлиять, я вообще не знаю. Единственное, что он может оправдать. Картину можно давать? Не брать соседей стат, вот эти непонятные цифры, а отправить этих 400 с лишним помощников депутатов вот просто по району. Тут просто проблема в том, что чтобы Министерство экономического развития хорошо работало, там должны быть хорошие зарплаты, чтобы они могли проводить реальные ценовые исследования. Сейчас они не... Реальное ценовое исследование... Добровольные помощники не проведут. Это у тебя должна быть большая выборка. У тебя должна быть постоянное слежение за ценами. Да. У тебя должна быть настроена система коммуникации между министерством и товарами, магазинами. Это все должно быть единый информационный центр, где магазин повышает цену, да, и это попадает в какую-то там базу. Это идет исследование. Я правда... Об этом сразу должна быть информация, что такой-то магазин повысил на гречку, условно. Да. Я правда сомневаюсь, что в Министерстве экономического развития есть вообще такой человеческий ресурс, чтобы они могли реальные ценовые исследования проводить. Это просто статистическое ведомство, как Росстат. Это, в общем-то, уже в течение, кстати, многих лет он у нас работает как Росстат, действительно, не только в Северной Осетии, честно во всей скажем, России, да. Во всей России. И то, что у нас принимает, скажем, Министерство финансов по сравнению с Минэкономикой, я это тоже не понимаю. Мне кажется, Минэкономики должно стоять выше, чем Минфин. Минфин, это условно, мы говорили об этом, это касса. Это бухгалтерия. Бухгалтерия, да. На каком предприятии бухгалтерия стоит выше, чем производственное дело и так далее, чем нигде экономически? Короче говоря, я с вами отчасти тоже могу согласиться, а про нашей экономики все-таки мне приятно было. Я зашла, смотрю презентации у них об итогах года, но думаю, это уже как-то более современно. На сайте есть презентация об итогах года. По содержанию, по контенту ничего не буду говорить. А зато есть. Да. Матом ругаться не будет. Нет, я так вообще не умею. Картинку выложили? Картинка есть? Да. Значит, все хорошо. Картинка есть. Уже хорошо. Да. На этой позитивной ноте, я думаю, мы завершим наш подкаст.
Большое спасибо, что пришли, вот так в таком свободном формате поговорили, потому что на самом деле это правда важно в условиях вот этого информационного вот этого недостатка донести до людей хотя бы какие-то простые вещи, которые бы они могли бы взять во внимание. Вот я правда уверен, что люди, которые сейчас смогут организовать логистику поставок простых товаров и добиться, чтобы люди могли, они станут обладать сумасшедшим политическим и общественным капиталом. Согласна. И именно в такие турбулентные времена зарождаются большие политики. Да. Да, так что... Возрастает роль вот таких народных героев. Да, да. И для этого не надо устраивать баррикады, для этого надо решить простые проблемы ближних своих. По крайней мере, Интересное пока. время живем. Население, Да. конечно. Хотелось бы кому-нибудь пожелать, чтобы они жили в интересное время, а не мы, но, увы, увы. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Всего хорошего.